Это телеканал Якутия-24. Прямой эфир. Влад Давыдов и итоги дня. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Узнать, разобраться и поручить на месте. Руководитель Якутии посетил Намский район. На какие сферы, проблемы и вопросы обратил внимание Айсен Николаев. Перемены назрели. Сегодня на главной паромной переправе республики ввели запрет на перевозку большегрузных автомобилей. Какие еще меры и решения будут приняты? Работаем в убыток. Так водители фекалок Якутска жалуются на высокую стоимость на услуги слива отходов в столице. Насколько оправдано такое недовольство, есть ли решение проблемы? Зная свои права, водитель из Самары сумел доказать свою невиновность и отменил штраф, зафиксированный дорожной видеокамерой. Как эта система работает на дорогах Якутска, какие виды нарушений записывает большой брат. Заплати алименты и спи спокойно. Сколько в Якутии на сегодня таких должников? Какие меры поддержки работают для родителей-одиночек? Интерес из-за рубежа. Хандагу Тампонского района посетили ученые из Кореи. С какой целью они прибыли в Якутию? Водители ассенизаторских машин Якутска, перевозящие сточные и фекальные воды, требуют снижения тарифа на использование городской сливной станции. Они провели даже акцию протеста против цен на данный вид услуг. Более того, накануне около 20 машин одновременно слили фекальные и сточные воды на городской сливной станции. Этим они поставили под угрозу стабильную работу объекта. Насколько оправдано вот такое недовольство этих водителей, есть ли решение проблемы? В этой непростой ситуации разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. На что вы жалуетесь? Ну что, на слив цена большая, 800 рублей, чтобы слиться 10 кубов. Соляра дорогая у нас, там 52 рубля у нас нынче стоит. Водителю заплатить 300 рублей за рейс, а хозяину что остается? Водители ассенизаторских машин жалуются на высокую стоимость на услуги слива отходов. Цены, по их мнению, растут каждый год. Хотя бы по 500 сделали бы нормально. Как? 800 уже, да. В следующем году 1000 сделают. Вы боитесь, что цены будут расти? Да. По словам водителей, расходы на содержание машины и бизнеса никак не соотносятся с размерами дохода. Получается, что они работают в убыток. Если посчитать все основные затраты, получается, первая статья затрат это будет у нас слив. 748 рублей 10 кубов, одна машина. Топливо, рейс, где-то 15 литров. В городском режиме это где-то 50 километров, 53 рубля рыночная стоимость на заправку. Получаем уже почти 800, 795 рублей. Общая сумма будет затрат только почти 3000 рублей. Это в сутки? Это на один рейс в день. Итого, получается, они тратят 93 тысячи рублей в месяц. Немаленькая сумма. По их словам, тарифы на слив отходов устанавливает водоканал. Но, как оказалось, цены здесь устанавливает Госкомцен Якутии. В отношении услуг сливной станции нашим комитетом установлен тариф 64 рубля 24 копейки без учета НДС. Если смотреть с учетом НДС, на примере КАМАЗа 10 кубов, плата составляет порядка 758 рублей. Также водители отмечают, что данная станция находится слишком далеко от другого конца города. И чтобы ехать, например, с ДСК, они на это тратят почти полдня. Край Чернышевского. И проехать до сливной станции, то есть это 2 часа как минимум, потому что всю Чернышевского в пробке стоит. Водители хотят, чтобы в городе построили хотя бы еще 2 сливных станций или места для слива сточных вод, чтобы они не работали в убыток. Если же это невозможно, то хотя бы снизить стоимость тарифа. А выход из ситуации вы как видите, какой? Чтобы понижали цены на слив и строили второй слив в другом конце города. Вот оно. Вот и все. Эта проблема решится спокойно. На сегодня водоканалом выявлено 110 нарушений по несанкционированному сливу жидких бытовых отходов. А по данному факту акции водителей машин на городской сливной станции компании составлены заявления в адрес прокуратуры города с просьбой провести проверку. Материалы по нарушениям направляются
в административную комиссию города Якутска и Якутский комитет охраны природы. Эту проблему не подняли бы, если не блогеры, которые решили осветить данный вопрос. Я участник проекта «Битва блогеров» от портала OneClick Якутск. И это социально направленный проект, который уже длится около 4 месяцев. Сейчас у нас на 4-м этапе были розданы в формате жеребьевки задания, одно из которых является, которое досталось мне, это осветить проблему нелегального слива отходов в городе Якутске. Сегодня этот вопрос взял под личный контроль временно исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников. Да и блогеры обещали, что решение данного вопроса они будут курировать и освещать в СМИ. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. К другим новостям. Ученые обнаружили в Якутии млекопитающих, которым более 120 миллионов лет. Палеонтологи из Санкт-Петербурга вместе с коллегами из Германии описали 2 новых вида примитивных млекопитающих, населявших Землю. Об этом сообщили на телеканале 360. Ученые обнаружили фрагменты челюстей животных около ручья в Сунтарском районе. Специалисты предполагают, что внешне они напоминали современных землероек, но родственными они не являются, так как найденные млекопитающие вымерли еще в меловом периоде. Через электронные торги планируют продавать мамонтовые бивни в Якутии. Сделать это нужно в максимально короткие сроки, чтобы презентовать данные возможности на Восточном экономическом форуме. Это пройдет во Владивостоке в начале сентября. Такую задачу поставил премьер-министр республики Владимир Солодов. Цитата: «В настоящее время предусматривается организация торговой площадки для проведения открытых электронных торгов. Цель – легализация оборота ископаемого мамонтового бивня, также повышение закупочной стоимости и обеспечение поступлений налогов в госбюджет республики». Об этом сообщает пресс-служба правительства. Пользователи портала e-Yakutia.ru из-за высокой нагрузки испытывают трудности с доступом в этот портал. Все из-за того, что сегодня в 6 вечера началась электронная запись на прием в Министерство экологии для подачи заявления на разрешение на охоту. Согласно электронной очереди, прием начнется с 1 августа путем сверки ПИН-кода, полученного при записи через портал госуслуг и муниципальных услуг Якутии. Записаться на прием можно не более 1 раза в выбранный день. Департамент ветеринарии подтвердил информацию о гибели птицы в Верхоянии. Специалисты провели обследование в местности Осохтох Верхоянского улуса. Как сообщили члены выездной бригады, обнаружено 30 мертвых птенцов чаек в радиусе 20 метров возле места гнездования недалеко от Эгинского наслега у озера Байбал. При этом мертвых взрослых особей чаек и других птиц не обнаружено. Взяты пробы тушек, воды и почвы с этой местности. Безопасности воспитанников детского лагеря под названием «Берег дружбы» в Алдане угрожают медведи. В начале медведица с 2 медвежатами 2 недели держали в страхе жителей поселка Томмот, приходя в город по ночам. Однако зверей в конце концов удалось отогнать ружейными выстрелами. Тогда, переплыв реку, животные обосновались в окрестностях лагеря. Для защиты детей туда вызвали профессионального охотника с помощником, которые устроили засаду на медведей. В лагере сейчас находится 200 детей, но об эвакуации речи пока нет. Как отмечают в инспекции Алданского районного комитета охраны природы, повода для паники также нет. По-прежнему сложной остается обстановка на переправе через речку Малая Батобуя в Мирнинском районе. Накануне ночью на реке под воду ушел автомобиль «Нива». К счастью, никто не пострадал. Напомню, что в начале недели из-за подъема воды на реке смыло понтонный мост. Проезд был закрыт. У реки установили запрещающие знаки, но люди продолжали подвергать свою жизнь и жизнь пассажиров опасности.
Но на сегодня на паромной переправе республики, на главной переправе, ввели запрет на перевозку большегрузных автомобилей. Это временная мера, принятая в ходе рабочего совещания по наведению порядка в работе паромной переправы. Это состоялось по поручению руководителя региона Айсена Николаева. Какие еще меры и решения приняты и будут приняты? Репортаж Юрия Осипова. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях 6 причалов. Ежедневно здесь ходит 10 паромов. 8 больших вместимостью 45-50 машин и 2 маленьких вместимостью 30 машин. Ежедневно они перевозят около 1500 машин. Как правило, здесь создаются очереди и происходят беспорядки. Это стало настоящей проблемой. Но сегодня здесь нет ни ругани, ни беспорядков. Исполняющий обязанности председателя правительства Владимир Солодов дал поручение руководству города Якутска оптимизировать систему движения автотранспорта в пределах границ паромной переправы, благоустроить причалы и принять меры по усилению на них охраны правопорядка. Но в данный момент то, что у нас сейчас наличие порядка, это работа, допустим, сотрудников госавтоинспекции, полиции, которые пресекают меры без очереди. Машин как бы немного, очереди нет, толкотни нет, все спокойно и в рабочем порядке. Также для разгрузки паромов в тестовом режиме введен запрет на перевозку большегрузных автомобилей. Большегрузные машины не будут перевозить из Якутска в Нижний Бестях сегодня с 14 часов до 12 ночи, а также в воскресенье 29 июля в это же время грузовики не смогут воспользоваться услугами парома из Нижнего Бестяха до Якутска. Помимо этого, до 26 августа планируют ввести автоматизированную систему бронирования мест и продажи билетов в режиме онлайн. Якутяне на все эти меры реагируют по-разному. Только начали же принимать меры. Ну, с той стороны все нормально, а с этой стороны, вот на этой неделе только я вижу, что тут порядок наведи более-менее. Пока еще результатов не видно. Через неделю там видно будет, наверное. Сегодня, да, заметно. Сегодня заметно. На прошлой неделе, когда я переправлялась, это вообще кое-что было. Регулировать так же, чтобы ДПС стояло. И все. В принципе, уже таких толкучек не будет, как раньше. Сами перевозчики считают, что оптимальное решение – создание приложения. Оно должно носить информативный характер по типу умного транспорта, содержать сведения о местонахождении парома, времени его прибытия и его вместимости. На взгляд перевозчиков, это сможет решить проблему паромов. Юрий Осипов, Артем Алексеев, Якутск. Повышение топливного сбора может привести к увеличению стоимости перелета в рамках турпакета. Напомним, крупнейший российский авиаперевозчик объявил, что с 26 июля увеличивает топливный сбор на билеты на внутренние рейсы. Однако эксперты отмечают, что топливные сборы корректируют не только российские авиакомпании, но и международные. Что касается нынешней ситуации, то подорожают билеты в составе тура до 5%. В целом стоимость тура может повыситься, но незначительно, на 1-2%. Нерюнгринский район подготовился к зиме на 58%. Накануне жители райцентра, а также поселков Серебряный Бор и Беркакит получили доступ к горячей воде. А жителям поселка Чульман горячая вода, согласно графику ремонтных работ, будет подана 1 августа. Поселение района обеспечено неснижаемыми запасами угля, тем не менее рекомендовано усилить работу по организации завоза угля к предстоящему отопительному сезону. В Ленске начались работы по благоустройству территории дома по улице Якутская, 52. Этот дом по праву называют долгостроем. Изначально объект возводили по долевому строительству, но подрядчик никак не мог довести дело до конца. По этой причине 3 года назад было решено сменить подрядчика и часть квартир продавать по программе переселения. Ну а до 3 августа там обязаны провести благоустройство территории. Сегодня к работам приступили. Обещают закончить все в срок. Было необходимо произвести оплату за наши квартиры. Значит, на сегодняшний день эта оплата мы им произвели. Произвели мы ее 17 числа. Деньги подрядчик получил. Значит, при временно исполняющем обязанности главы было обещано, что в течение 2 недель
после поступления денежных средств на расчетный счет благоустройство будет в полном объеме выполнено. Программу формирования комфортной городской среды в Алдане пока приостановили. Выполнена небольшая часть работ, на то есть причины. По первым конкурсным торгам были замечания, поэтому выполнение подряда заморозили. Повторные торги прошли сегодня. Напомним, что согласно народному голосованию для благоустройства по программе «Комфортная среда» был выбран городской парк выше мемориала славы. Это в Ленске. Приезжал министр ЖКХ, была встреча, было посещение этого объекта. В общем, дана гарантия, это программа на будущее, да, поэтому надеюсь, что и горожане будут активно принимать участие, и мы будем работать там. В общем, кровь из носа до 15 сентября. Этот сквер парк мы должны сдать комиссии все полностью. Хотя заказы все размещены, контакты отработаны. Надеюсь, что все выполним и все будет качественно и в срок. Сейчас короткая реклама, буквально меньше минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Узнать, разобраться и поручить на месте руководитель Якутии посетил Намский район. На какие сферы, проблемы и вопросы обратил внимание Айсен Николаев. Заплати алименты и спи спокойно. Сколько в Якутии на сегодня таких должников? Какие меры поддержки работают для родителей-одиночек? Знай свои права. Водитель из Самары сумел доказать свою невиновность и отменил штраф, зафиксированный дорожной видеокамерой. Как эта система работает на дорогах Якутска? Какие виды нарушений записывает большой брат? Интерес из-за рубежа. Хандагу посетили ученые из Кореи. С какой целью они прибыли в Тампонский район? Это Якутия-24 в прямом эфире. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Мы продолжаем выпуск. Руководитель региона ознакомился с ситуацией с лесными пожарами в Намском районе. Сейчас эти возгорания локализованы. Власти Якутии ожидают кардинального улучшения обстановки и в других районах республики. Об этом Айсен Николаев заявил в ходе рабочей командировки в Намский Улус. Там он вел заседание комитета по ЧС. Николаев сказал, что такая же непростая ситуация сейчас складывается в Горном районе и Вилюйской группе улусов. Сейчас ведется серьезная работа по тушению этих лесных пожаров. Сейчас, конечно же, главная наша задача не допустить ухудшения ситуации с тем, что вот те пожары, которые сегодня действуют, должны быть ликвидированы. Вот. Здесь у нас прогноз по погоде тоже пока благоприятный. Конечно, остается у нас высокий класс пожароопасности по нашим северным районам, таким как вот Жиганский, Абыйский районы. Но считаем, что вот в целом по другой значительной части республики все-таки у нас такого, скажем так, горения, какое было в июле месяце, уже не будет допущено. Конечно же, я хочу напомнить о том, чтобы в обязательном порядке мы должны, жители, соблюдать пожароопасный период, те правила, которые установлены. Это не посещение лесов, не разжигание костров. Здесь мы будем достаточно жестко наказывать. Почему? Потому что, к сожалению, 30% пожаров, которые у нас на территории в лесах произошли, они произошли по вине человека. Также в ходе рабочей командировки в Намский район Айсен Николаев ознакомился с работой в Улусе в сфере сельского хозяйства. Помимо этого обратил внимание и на вопрос развития здравоохранения в районе. По итогам визита руководитель республики провел совещание по социально-экономическому развитию Улуса. Репортаж Ланы Ильиной. Сельское хозяйство Намского Улуса представили два объекта. Это летник в местности Битюнь и маслодельный цех в селе Партизан. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Даина». Здесь 96 голов крупного рогатого скота и более 100 лошадей. Маслодельный цех обслуживает 3 населенных пункта. Хозяйство работает на семейном подряде. Есть кормовая база, есть лошади. Работают. Сын занимается коневодством, муж занимается кормопроизводством. Посев кормопроизводства составляет 350 га. Малый бизнес представила семья Ивановых со своей пилорамой. Братья Ивановы затеяли этот бизнес и держатся на плаву уже 20 лет. Бизнес-инкубатор в Намцах. Здесь 10 начинающих предпринимателей. Бизнес-инкубатор открыт в 2016 году. У нас уже 10 резидентов. В 2019 году уже
первые резиденты уже вот от нас уходят, как говорится, выпускники наши будут. В принципе, его работа, он основан для того, чтобы предприниматели могли зайти и на льготных условиях работать. Строительство школы в Хамагате на 200 мест, строительство стационара в Улусной больнице. Эти вопросы поставили жители Намского Улуса перед руководством республики. По программе «Земский доктор» у нас 49 врачей использовали эту возможность. В настоящий момент в 2017 году буквально 7 врачей пришли к нам, новые силы. Они уже как бы сейчас, решение в их пользу уже получено. Районная администрация тоже внесет свою лепту. У нас есть своя муниципальная программа «Земский фельдшер», улусный фельдшер. Это распространяется на отдаленных 5 населениях. Тоже финансовая помощь начинающему фельдшеру. Завтра исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев будет работать в Усть-Алданском улусе. Лана Ильина, Григорий Охлопков, Намский улус. В Ленском районе планируют создать Центр онкологической амбулаторной помощи, первичного сосудистого отделения и межрайонного травматологического центра. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, район живет немного изолированно, поэтому здесь необходимо усилить медицинскую службу. И ведомство приняло решение открывать дополнительные отделения. Речь идет и о переобучении специалистов, оснащении новым оборудованием и лекарствами. Также при центре будет работать своя гистологическая лаборатория. В России хотят ввести новые детские пособия. К осенней сессии депутаты уже начали готовить 2 законопроекта. Один, если он будет принят, введет новые детские пособия, а второй должен поддержать тех, кто не может устроить ребенка в детский сад. В последнем случае речь идет о ежемесячной выплате 3000 рублей за ребенка, которому не нашлось места в яслях или детском саду. Деньги родители по замыслу авторов проекта закона будут получать, пока ребенку не исполнится 7 лет. В осеннюю сессию также будет доработан и внесен на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект об установлении ежемесячного пособия на детей до 14 лет. За текущий год по стране судебные приставы ограничили в выезде из России 837 тысяч должников по алиментам. При этом в розыске находились свыше 70 тысяч алименщиков. Как обстоят дела с выплатами алиментов в нашем регионе? Какие меры поддержки работают для родителей-одиночек? Сюжет Дмитрия Тымырова. Отец не захотел признавать отцовство. Я сначала пыталась предпринять какие-либо действия, пыталась с ним договориться о том, чтобы он мне выплачивал алименты. Но он отказался, и с течением времени он уехал из города. Сейчас его в городе нету, поэтому я не знаю, где он, что и как. Сейчас наша героиня уже потеряла надежду, что когда-либо встретит отца своего ребенка, да и уже не ведет его поиски. Говорит, что все равно не найдут. Но выход есть. В этом году в закон об исполнительном производстве и в Гражданско-процессуальном кодексе были внесены изменения, в соответствии с которым, если должник не дает о себе знать более 1 года и исполнительный розыск не дает результатов, то взыскатели могут обратиться в суд о признании его безызвестно отсутствующим и получать соответствующие пособия по потере кормильца. В этом году у нас в суды поступило 7 заявлений. Пока 2 из них удовлетворены, взыскатели будут получать пособие. На 1 июля 2018 года количество получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца и по случаю признания одного родителя безызвестным в республике получает 8980 человек. Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца составляет 8338 рублей. Но эти данные могут меняться, все зависит от дохода родителей. На сегодня общее количество исполнительных производств по республике о взыскании алиментных платежей составляет 8500. С 1 января 2018 года всего было взыскано около 30 миллионов рублей. В этом году 5000 должников у нас было ограничено на выезд за пределы Российской Федерации. 500 должников
Было привлечено к административной и уголовной ответственности более 200 арестов на имущество должников. Процентное соотношение алименщиков – это 85% мужчин и 15% женщин. Количество последних в последнее время увеличивается. А тем временем судприставы предложили ограничить право алименщиков на загранпаспорт, чтобы заставить их выплачивать алименты. С каждым годом механизмы решения данной проблемы расширяются, чтобы хоть как-то повлиять на нерадивых родителей. Дмитрий Тымыров, Марферина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. Завтра в России отметят День работников торговли. В преддверии даты в столице чествовали профессионалов отрасли. На торжественном мероприятии объявили имена победителей конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания-2018». Вручили также награды за заслуги в развитии торговли республики. Этот нагрудный знак Минэкономики региона учредила в июне прошлого года. Награда является высшей формой поощрения и полагается при стаже работы в отрасли не менее 15 лет. Сегодняшнее мероприятие, конечно, посвящено всем нашим работникам торговли и общественного питания. Сегодня это отрасль, которая занимает огромную роль в сфере развития, экономического развития нашего города, нашей столицы. И не только столицы, но и в целом республики. Торговля – это один из локомотивов развития экономики. То, что сегодня у нас население снабжается продуктами питания, промышленными товарами и общественным питанием, конечно же, заслуга наших предпринимателей. Площадку для экстремального спорта построят в Ленском городском парке. Администрация района пошла навстречу пожеланиям экстремалов города. С просьбой они обратились еще в мае, и местные власти выделили для этого земельный участок. На сегодня уже выбрано оснащение площадки, а проекты и техническое задание уже готовы. В ближайшее время закупят все необходимое оборудование. Верховный суд разъяснил, что одного снимка комплекса фото-видеофиксации на перекрестках недостаточно для принятия решения о нарушении. К такому выводу суд пришел, рассматривая дело жителя Самарской области. В письме с постановлением о штрафе, которое получил водитель, было лишь одно фото, где его машина едет по прямой. Хотя там же было указано, что гражданин совершил поворот в неположенном месте. Как система работает на дорогах Якутска, какие виды нарушений фиксируют такие камеры, в этом разбирался наш корреспондент Александр Зубехин. В Якутске установлено 25 комплексов фото-видеофиксации административных правонарушений. Ежедневно с помощью этих комплексов выявляют около 1000 нарушений правил дорожного движения. Приборы фиксируют 5 видов нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, выполнение правил об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора, нарушение движения автомобиля по полосам, нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу движения. Как утверждают сами специалисты, для сбора полной доказательной базы созданы все условия. Постановление выносится с видимости фотографий 4 штук, а также данное правонарушение, зафиксированное камерами, фиксируется видеофайлами. То есть можем посмотреть и фото, и видеонарушения. Дорожные условия все фиксируются, а разметки, дорожные знаки и светофорные объекты тоже попадают в камеры в поле зрения. Желающих обжаловать решение о нарушении немного. В основном обращаются те, кто продал свой автомобиль. Если новый собственник не оформил транспорт на себя, так называемые письма счастья приходят прежнему владельцу. В таком случае юристы советуют писать заявление. С заявлением обратиться в соответствующий орган, в данном случае ГИБДД, с заявлением, приложить необходимо туда договор купли-продажи. В данном случае должностные лица выносят постановление об отмене данного постановления и прекращение производства. Уведомление о штрафах должно содержать ряд условий. Изображение должно быть запечатлено со всех ракурсов правонарушения само. Сколько количества не определено. Самое главное, что сама фиксация правонарушения была запечатлено. Постановление, кроме фотофиксации, должно быть событие правонарушения описано в полном объеме. То есть, что человек нарушил, какие правила пункта дорожного движения. Юристы рекомендуют, если все же считаете штраф несправедливым, пишите жалобу начальнику управления ГИБДД или в суд, как и поступил житель Самары, который оспорил свое наказание. Штрафа нету.
Но если все же придет какое-то несправедливое решение, я считаю, что его по-любому надо оспаривать. И парень молодец. Если считаешь, что ты прав, и всегда надо спорить, я думаю. Да? Конечно. А что, на самотек поскочить? Ну. Даже если небольшой штраф, да? Даже небольшое дело, это не в деньгах. Дело в самом принципе. Эти камеры нужны до тех пор, пока качество или культура езды у нас в городе не будет норм. Александр Зубехин, Дилус Иннокентьев, Артем Алексеев, Якутск. Участники «Синергии Севера» смогут получить гранты на 50 и 100 тысяч рублей. Министерство молодежи принимает заявки на субсидирование проектов. Всего форум учредил денежные поощрения по 3 направлениям. Ты предприниматель, я инженер и мы добровольцы. В этом году ожидается участие молодежи не только Якутии, но и других регионов Дальнего Востока. Форум «Синергия Севера» пройдет с 7 по 11 августа на базе транспортного техникума и школы высшего спортивного мастерства в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района. Отметим, что проекты-победители предыдущих форумов сегодня успешно реализуются на территории республики и на территории всей страны. Мы планируем к участию в «Синергии Севера» экспертов, причем как федерального уровня, так и республиканского, которые проведут образовательную программу для участников данного форума. Кроме этого, у нас планируется встреча с известными людьми, как республики, так и районного уровня. И одна из ключевых встреч – это встреча с временно исполняющим обязанности главы республики Асеном Сергеевичем Николаевым, с которым ребята поделятся своим видением развития республики, получат непосредственные ответы от руководителя нашего субъекта. Я думаю, что вот в таком живом формате с положительной энергией у ребят появятся новые возможности, они получат новые знания, новые компетенции, чтобы реализовать те проекты, в рамках которого они заявляются на «Синергию Севера». В ночь на 28 июля жители России смогут наблюдать сразу 2 редких астрономических явления. Одно из них – полное лунное затмение, которое станет самым длинным за последние 100 лет. А второе – великое противостояние Марса, происходящее раз в 13-17 лет. Как отмечают специалисты, совпадение этих явлений происходит раз в 25 тысяч лет. Начнется оно в 1 час 10 минут ночи по якутскому времени и завершится к 4 утра. Продлится в итоге затмение 103 минуты, более продолжительного в этом веке уже не будет. Однако из-за пасмурной погоды и времени суток жители столицы наверняка не смогут увидеть столь редкое явление. Астрологи при этом уверяют, что так называемая кровавая луна может влиять на состояние человека. Будет наблюдаться повышенная какая-то агрессивность, беспокойство в умах людей, какие-то страхи будут всплывать неосознанные. И поэтому в этот период лучше всего будет сохранять спокойствие, не поддаваться на какие-то провокации, на проявление агрессии. Лучше всего в это время, конечно, заниматься духовными практиками. Читать молитвы, читать какие-то священные писания вашей религии. Вообще желательно, конечно, весь день заняться чтением священных писаний и молитвой. В Хандагу Тампонского района прибыли корейские ученые. Специалисты в какой области приехали и с какой целью, рассказывает наш корреспондент Нина Ханарова. В Хандагу прибыла делегация корейских ученых в составе 9 человек. Большинство из них – культурологи, историки, политолог, языковед. Всех их пригласил профессор русского языка в Университете иностранных языков Хангук, почетный профессор Северо-Восточного федерального университета господин Канг Дуксу, который 25 лет сотрудничает с Республикой Саха-Якутия. Мы хотим понимать это так. Это сибирская жизнь, это как жители живут в суровых условиях. Тоже это мы хотим узнать, это экономическая перспектива тоже. У нас, корейцев,
есть такая этнологическая связь с Сибирью, но тоже это мы хотим найти такую возможность. В Хандыге группу ученых принял глава района, председатель районного совета депутатов, где стороны обменялись памятными книгами, ознакомились с историческими памятниками основателю Хандыги Михаилу Константиновичу Карпову, герою Советского Союза, снайперу Федору Матвеевичу Охлопкову. Поделились впечатлениями о начале путешествия по Колымской трассе. Ну, смотрите, у нас Южная Корея такая маленькая страна, с Сеула до этого конца это море. Где-то пространство максимум до 450 километров. А здесь, да, один день до 400 километров. А это пространство, да, очень мало людей живут. У нас это почти 50 миллионов, а у вас где 10 тысяч человек. Мы это удивлены за этого, да. Природа, и дерево, и дорога, все как разное какое-то это ландшафт. Кроме того, корейские ученые побывали в историко-краеведческом музее поселка Хандыга и оставили запись в книге почетных гостей района. По итогам путешествия выйдет ознакомительная книга, которая должна сделать наши народы ближе и понятнее друг другу. Нина Ханарова, Джоустан Толстяков, Тампонский район. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия 24. Будьте всегда в курсе.